Друзья, у нас на связи по скайпу Юрий Демчогло, глава Ассоциации гагаузских обществ Украины. С господином Демчогло мы поговорим о ситуации, потому что обстрелы Южной Бессарабии и Одесской области в целом не прекращаются уже практически 18 месяцев после начала полномасштабного вторжения России в Украину. И коснемся в том числе и вопроса о зерновой сделке, да, которая, как вы знаете, не удалось вчера достигнуть никаких договоренностей Эрдогану с Путиным. Да, что это значит для Украины? Вот обо всем этом предлагаю поговорить с нашим гостем. Юрий Дмитриевич, приветствую вас. Добрий день, мене звати Заман Хайросун. Заман Хайросун, вітаю. Вітаю, Джаділа. Дякую, навзаєм. Вот обстрелы дунайских портов продолжаются. Вот как бы этой ночью опять был налет на Одесскую область, Бессарабию. Южная Бессарабия стала одной из основных целей. По-моему, каждую ночь туда что-то прилетает. Если можно раскрыть детали, как это сейчас происходит, потому что я так понимаю, что и аналитики, и вот мы с вами до начала записи вы говорили о том, что русские меняют тактику, да, вот этих вот налетов. И, во-первых, что изменилось, и почему непрерывно продолжают атаковать Южную Бессарабию? Юрий Ильич. Вы знаете, Южной Бессарабии везло, потому что где-то 1 год и 7 месяцев вообще ничего не прилетало. То есть там Сергеевку, Затоку, там один раз Арциз был в начале войны. Но все это время там Рени, Килия, Измаил были как бы такими. Все думали, что туда никогда не прилетит, потому что все как полагали, что близость границ НАТО и русские побоятся. Но я думаю, что переломным моментом стало тот факт, когда зерновая сделка остановилась. В мае месяце, насколько я помню, она приостановилась. Россия вышла из нее. Украина успешно отрапортовала, что за июнь месяц она через Дунайские порты экспортировала 3 миллиона тонн. И помните, мы с вами о том же это говорили, это была официальная информация. И я так понимаю, что Россия проснулась. Стоп, мы тут остановили сделку зерновую. И все должны сейчас на коленях вокруг нас ползать. А тут через Дунайские порты идет 3 миллиона тонн за месяц. Вы что, понимаете? И понятно, логически сегодня руководство Российской Федерации сделает все возможное, чтобы Украина не экспортировала зерновые, чтобы не пользовалась своей альтернативной портовой мощностью. Потому что действительно за эти 1,5 года, за эти 2 года портовые мощности Дуная окрепли, увеличились. Там было очень много инвестировано денег. Построены были дополнительные зерновые терминалы в кратчайшие сроки. Усилена там и железнодорожная, и автомобильная мощность. И 3 миллиона тонн — это очень много, я вам скажу. Это практически, наверное, это в 2-3 раза превышает объемы Джужулевского порта за год. Только Дунайский порт. Это за месяц, Дунайский месяц превышает, насколько я знаю, что Джужулевский порт до 1 миллиона даже не доходил за год перевалки до войны. То есть это в разы за месяц, то есть десятки раз больше, чем Джужулевский порт работает. Весь украинский Дунай. И несмотря на обстрелы, вот они начались там, я не помню, с конца августа, кажется, середины августа Дунайские порты начали обстреливаться. Это, насколько я помню, это 6-й раз обстреливали за последний месяц Дунайские порты. Последнюю неделю практически через день. Не каждый день, но через день происходят налеты шахедов. Тактика постоянно меняется, потому что сначала они шли скопом по одному маршруту. На 2-3 раз украинское ПВО уже подстроилось начало защищать свои Дунайские порты. Сегодня действительно более-менее процент сбиваемости не такой, как в Одессе. Не 90, 95, не 100%, но уже на уровень 70% украинское ПВО на Дунае уже отрабатывает. То есть оно с каждым разом там растет. Но сегодня Россия хочет показать, что она не даст Украине без договоренности с ней заниматься экспортом зерна. И
Я вам хочу сказать, что это заблуждение, потому что Украина будет экспортировать. Украинское ПВО укрепляется с каждым разом на Дунае. Я думаю, что процент сбиваемости мы дойдем в ближайшие недели до 90% сбиваемости точно. А потом уже не будет невыгодно, зачем запускать 25 дронов, если 23 сбиваются. Экономически, политически это будет уже нецелесообразно. Хорошо, а вот на самом деле вы сказали, что Путин хочет показать, что Украина не сможет, он не хочет позволить Украине экспортировать что-либо без договоренности с ним. А хочет ли он вообще договориться с Украиной? Потому что вот я читал некоторую аналитику, правда немного, да, но в некоторых международных изданиях, да, о том, что в принципе он не хочет возвращения в зерновую сделку, потому что он рассматривает Украину как конкурента на международном рынке зерна. Да, то есть как бы его задача вообще вытеснить Украину с международного рынка зерна. Как вы на это смотрите? Поэтому он не вернулся, поэтому он, скажем так, не согласовал ничего с Эрдоганом, и поэтому он продолжает подрывать экспортные мощности Украины через Дунайские порты. Абсолютно верно. России полностью невыгодно, чтобы Украина экспортировала зерновую продукцию, потому что даже до войны и все года Украина самый главный конкурент России по экспорту зерновых. Но зерновую сделку он тогда подписал. Почему? Потому что, во-первых, первое, была инспекция под контролем, в том числе инспекторов российских. И второе, России разрешалось продавать третьим странам. То есть, кроме Евросоюза, Америки, Канады, те страны, которые поддержали санкции против России, всем остальным разрешалось России продавать. Сейчас Путин готов вернуться в зерновую сделку, готов, он не против, но он требует, чтобы всем государственным банкам России открылись свифты. Сегодня все свифты российским банкам закрыты, и Эрдоган вчера на переговорах привез предложение ООН, согласно которому одному российскому банку, Россельхозбанку, кажется, открывается свифт, он может, то есть, через него торговать и полноценно вернуться в финансовую мировую структуру. Но Путин не хочет одному, он ставит условия всем 8 или 9, сколько там банков государственных есть в России. Он требует, чтобы разрешили всем государственным банкам, открыли свифт, и чтобы разрешили торговать удобрениями и аммиаком в России. В связи с тем, что этого предложения ему не принесли, он не подписывается, не хочет в нее Почему? Потому что он этим самым хочет закрыть эту брешь, которую он готов закрыть глаза на российский экспорт, но на украинский экспорт, извиняюсь. Потому что он заработает в другом месте, как говорится. Ну да. Но Украина будет экспортировать, и Украина сейчас готовит альтернативный, кроме Дунайского. Дунайский кластер будет работать однозначно. Однозначно, потому что сегодня, вы знаете, восстановлена железнодорожная ветка Березино-Бессарабяска, которая в том числе через Гагаузию проходит, через юг Молдовы. Да. Она уже заработает, я не хочу говорить, но она очень хорошо работает. Там уже... Кстати, да, я понимаю, если можно, не раскрывая детали, сейчас не подсказывать, не давая никому подсказки, да, но вот в этой истории всей, да, Молдова какую роль начинает играть для экономических возможностей Украины, в том числе для экспорта зерна? Потому что я так понимаю, что это открывает дополнительные возможности для восстановления транспортной инфраструктуры Южной Бессарабии и самой Республики Молдова, правильно? Особенно по югу. Я вам скажу, что, к сожалению, или благодаря войне в Украине, Молдовы поднялась транспортная логистическая инфраструктура очень серьезно. Очень серьезно. Сегодня Молдова за счет транзита автомобильного получает экс-прибыль, дополнительную прибыль. Сегодня практически, вы если помните, перед войной Молдовская железная дорога была на грани банкротства, вы помните? Да. Там были 4 месяца не уплачивали зарплаты, забастовки. Да, полгода зарплаты были, сокращения были, распродавалось имущество. Сегодня, за год, я знаю, за год полностью рассчиталось со всеми долгами. Сегодня транзитный поток транспорта железнодорожного, мне сказали, даже не в 10, не в 20 раз, чуть не в 100 раз увеличен транзитный поток.
Да, Молдова тоже со своей стороны там снизила ставки, насколько я знаю, процентов на 30 транзитные. Часть дорожной инфраструктуры, часть железнодорожной инфраструктуры сегодня восстанавливается, в том числе украинской железной дорогой финансируется и европейскими структурами. Та же самая Березино-Бессарабка. Сегодня, вы знаете, укрепляется на границе Черновицкой области, севера Молдовы, усиливается. Я знаю, что там, где была одна колея, строится вторая, там, где там была слабая, ремонтируется. То есть недавно, я помню, было подписано соглашение, согласно которому там европейские структуры финансируют Молдову чуть не 500 миллиарда евро увеличение транзитного там, железнодорожного потенциала. То есть Молдова сегодня неплохо зарабатывает. Но, да, я считаю, что вот на войне, нет, она не зарабатывает. Она сегодня рятует Украину, как кажут в Украине, спасает Украину, в том числе, помогает Украине. Да, параллельно Молдова восстановила свой железнодорожный потенциал и практически полностью, и после войны в Молдове будет очень серьезная железнодорожная инфраструктура, которая, надеюсь, войдет вместе с украинской инфраструктурой в общее европейское железнодорожное пространство. То есть Молдова, помогая Украине, неплохо зарабатывает. Ну и восстанавливает свою железнодорожную инфраструктуру, которая была доведена до грани исчезновения, можно сказать, да, можно сказать, практически. Хорошо, а вот с точки зрения военной безопасности, да, потому что, да, мы видим, что как Россия, вы видите, что Россия, вы думали, что, вернее, вы сказали, что раньше думали, что в Южную Бессарабию прилетать не будет, потому что это на границе с НАТО, и Россия побоится стрелять туда, ну, для того, чтобы не спровоцировать ничего. Сегодня мы видим, что, как бы, в принципе, Россия этого уже не боится. Она обстреливает, и границы Молдовы обстреливает уже тоже давно, Черновицкую область и так далее. А в военном плане какие риски ожидают Молдову с этой точки зрения? Да? То есть, как бы, потому что об этом тоже нужно думать. Или вы не видите рисков? Ну, я сейчас не к тому, чтобы риски, мы паниковали, просто проговорите. Риски я вижу только, чтобы случайно целясь в Рени не попал в Джурджулешт. Вот только такие риски я вижу. Ага. Как вот этой ночью, не извиняюсь, прошлой ночью, позапрошлой ночью, когда бомбили, была атака на Измаил, 2 дрона упало на территорию Румынии. Вы знаете, что румыны сначала не признавали, потом, да, вот что-то упало. А сегодня, кстати, буквально час назад уже Министерство обороны Румынии признало этот факт и свою обеспокоенность. То есть сначала МИД дипломатично так отнекивался, МИД румынский. Да. Но сегодня, вот два часа назад я читал я вам тоже пришлю ссылку, буквально час назад я прочитал, что Министерство обороны Румынии уже признало факт и свою обеспокоенность, и будет усиливать систему противовоздушной обороны. Знаете, например, я бы вместо Румынии и Евросоюза, есть, я знаю, что директива НАТО, согласно которой страны НАТО могут применять оружие, защищая свои границы НАТО. Сегодня границы НАТО нарушены. Ну, очевидно. Это уже как бы был один случай, вы знаете, на прошлой неделе и позавчера, вот за одну ночь 2 случая, когда 2 дрона залетело. Ну, говорят, что подбиты украинским ПВО, то есть он двигался, он был сбит над Измаилом, и траектория полета сбитого уже, он не упал как бы на свою цель Измаила, а он по траектории полета перелетел там за километр, упал в румынском прибрежье, в румынском лесу. А вы думаете, они пока не хотят вовлекаться в конфликт или что? Именно в таком виде? Ну, вы знаете, Румыния, нужно признать, что в таком виде она в оборонном плане она не независима. Ну, да. Поэтому решение должно быть принято в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО. Поэтому я думаю, что я лично думаю, что еще пару таких залетов, и решение какое-то будет принято. Потому что для Румынии, для НАТО никакого труда не составляет защитить хотя бы 5-километровую зону. А этого будет достаточно, чтобы защитить украинские порты, потому что они находятся даже не в 5-километровой, а там в 2-километровой зоне границы. Ну, такая географическая структура дунайских портов, что они находятся на берегу, то есть на границе. На границе с Румынией, Дунай, да.
Да, Дунай, широта Дуная от 800 метров до километра максимум в этих границах. Соответственно, в 500 метров от границы НАТО находится порт. Ширина порта максимум километр. То есть достаточно принять резолюцию, что по границе Дуная НАТО будет защищать там 3-километровую, 2-километровую. А сегодня зенитные установки, я уже как военный стал за время войны, они стреляют, они там, в зависимости от зенитных установок европейских НАТО, «Гепард», который сегодня поставляется там Украине, у них дальность, прицельная дальность стрельбы от 2 до 5, до 4 до 5 километров. То есть этого достаточно, чтобы защитить от шахедов, в том числе украинские порты. Основания есть. Это недопущение залетания там, военных целей России на территорию НАТО. Юрий Ильич, объясните, пожалуйста, нашим телезрителям, если это возможно. Вот эта сделка, недавно была новость о том, что Соединенные Штаты Америки модерировали и способствовали там, не знаю, соглашению, треугольнику Украина, Молдова, Румыния по транзиту украинского зерна. Что это означает? Ну, я вам скажу, уже шаги в этом, я просто чуть в этой теме работаю. И ну, поэтому шаги, я и спрашиваю, да. Шаги уже сделаны. 2 месяца назад подписано соглашение. Сегодня транзитные грузы, которые идут по линии там Рени-Журжулеште и Бессарабка, там Березино, Бессарабка, Рени-Журжулеште, то они сегодня создана единая таможенная база, то есть молдавская таможня, выходя уже с Румынии груз, молдавские таможенные пограничные органы и видят эту базу. Ага. И достаточно одним электронным кликом, то есть не досматривая этот товар, ну, молдавские же таможни доверяют румынским таможням, что они досмотрели. Это для ускорения транзита, я так понимаю, Абсолютно. да? Если транзит раньше занимал, как мне говорят железнодорожники, если транзитный контроль в Молдове занимал от полудня до 2 суток, даже до 4, то сегодня он занимает там от 2 до 4 часов. Угу. То есть просто таможенный инспектор просматривает базу. Это первое. Касательно железнодорожного, сегодня очень быстро, нормально, но действует, развивается. Я знаю, что потоки растут вот по этим веткам неплохо. И второе, Молдова, я думаю, что не получит и Молдова, и приграничная украинская часть сегодня работает над пока проектированием, а в ближайшее время и строительством европейской ветки. Вы знаете, что у Молдовы и Украины ширина железнодорожной ветки чуть-чуть шире из-за советских стандартов. Колея, вы имеете в виду? Колея, да. Не помню, там 30 или 26, или сколько там сантиметров разница есть. Да. То есть Молдова восстановила свою ветку в сторону Джуржулеш полностью. То есть в Джуржулеш заходит уже европейская колея. То же самое сегодня я слышал, проект будет делаться аж Сунген, аж до Кишинева идет проект, чтобы до Кишинева, а в дальнейшем из Кишинева до Одессы и до Украины эта ветка европейская была. Полностью восстановлена европейская колея от границы Венгрии до Мукачева, Закарпатской области. И есть проект в Украине, я знаю, что уже в этом году начнется строительство. От Польши до Львова, от границы Польши до самого центра Львова будет тоже европейская колея быстро выстроена. То есть, ну, потихонечку Молдова, Украина интегрируется в европейское железнодорожное пространство. Вы знаете, перед войной уже началось, Молдова, Украина и Евросоюз объединились в общую энергетическую сеть. Ну да. Как раз-то перед войной вовремя произошло. Потому что одним из ударов это энергетическая инфраструктура, кстати, вот чему не удалось Путину, когда прошлой зимой бомбились украинские. Потому что благодаря общей энергетической инфраструктуре с Молдовой и с Европейским Союзом Украина все-таки получила помощь там, из Польши, там, из Румынии, поступала минимально необходимая электроэнергия. Вот эта интеграция европейская, транспортная, логистическая, энергетическая позволяет Украине выдержать любой удар российский. И в связи с этим вопрос. Вот здесь вот некоторые молдавские фермеры, ну не некоторые, да, вот идут протесты периодически, да, то есть претензии к правительству. И в том числе звучит такой аргумент, что якобы не допустить, не разрешать транзит украинского зерна. Вот как этот транзит чем угрожает молдавским производителям? Как он влияет на цены? Объясните, пожалуйста, если вообще влияет. И откуда берутся эти разговоры?
Знаете, вопросы в Одессе всегда на вопрос отвечает вопросом. Да. Вот молдавским фермерам я бы вопросом, чем им мешает пролетающий над Молдовой самолет? Вот я тоже задаю вопрос. То есть, как Чем бы, мешает? транзит, То я же так понимаю, самое. зерно просто проходит через Транзит, Молдову, и оно не остается здесь, абсолютно правильно? верно. Он проходит поезд между Рени и через Журжелешцы 2 километра проходит там полминуты. От Березино до Бессарабки там 3 часа. От Бессарабки до Рени 3 часа. То есть, ну чем вам проходящие поезда там или транзитные машины, которые то же самое, они же не высыпают, не выгружаются в это. Понимаете, сегодня есть одна проблема. Из-за всей этой зерновой сделки Россия выкидывает спотовое дешевое зерно. Вот мы там говорили про встречу с Эрдоганом. Я считаю, так уже так, знаете, наши братья турки очень умело играют на конфликте между Россией и Украиной. Сегодня, я открыто скажу, Турция заинтересована в ослаблении России. Турция, с одной стороны, говорит, что войну нужно заканчивать, но с другой стороны, исторически Турция никогда не хотела сильной России на своей границе. Никогда. Поэтому чем больше будет ослабляться Россия, тем легче потом будет Турции кое-что вернуть к себе там экономически. Сегодня Россия вытянута полностью, не хочу слово говорить, вышвырнута, выдавлена из Кавказа. Если даже уже Армения признает ошибочным факт, то, что она заключила свое время соглашения с Россией. То есть сегодня в Кавказе доминирует, в Азербайджане, в Армении, в Грузии доминирует уже Турция, то есть или НАТО. Понимаете? Завтра я вам скажу, что завтра может быть такое, что в Севастопольской бухте будет не российская военная база, а турецкая военная база, натовская военная база. Хорошо, в контексте сделки, мы с вами про сделку говорили. В контексте сделки, по результату этой сделки, Турция получила 1 миллион тонн дешевого зерна. Вы видели? Российского? Российского зерна. И, соответственно, молдавские, украинские фермеры сейчас вынуждены будут, чтобы продавать на Турцию, еще дешевле спустить цены. Сегодня молдавские фермеры почему бунтуют? Потому что цены отпустились ниже промышленного уровня, то есть себестоимости этой продукции. Если молдавский фермер потратил на нее, там, на пшеницу $120, он не может сегодня ее сдавать за $100, то есть там $20 убытка. А сегодня они вынуждены будут продавать, понимаете? Потому что Россия демпингует? Потому что Россия демпингует уже 2 года. 2 года. Просто я знаю, многие мои друзья в Одесской области, там крупные фермеры, занимаются экспортом зерна, и цена за время войны цена падает. Цена, я вам скажу, цена украинского зерна, украинское и российское зерно, она практически одинаковая. Там параметры качественные, буквально минимальные. Грубо говоря, среднестатистическое украинское зерно это 11,5 протеин, российское 12 протеин. То есть 0,5% разница в протеине, все остальное одинаковое. Ячмень, натура, многие фермеры меня поймут. Украинская у ячменя натура 61 натура, у российского 62-64. Натура зерновая. Поэтому разницы большой нет. Но сегодня, но цена российско-украинского зерна на момент начала войны была $320-330, а сегодня цена, то есть это СИФ Турция, СИФ Мраморное море. А сегодня знаете, какая цена? Ну, 230 максимум. 230 максимум. Но в этой цене... в этой 120 цене, это производство, да. Да, 120 это производство. В этой цене $50-60 перевозка, $20 перетарка в порту и плюс логистика от центральной Украины или центральной Молдовы до дунайских портов. Ну, в общем, вот и фермеру остается $120. Да. Но ну, в общем, господа фермеры... За время войны на $100 постепенно упала цена, понимаете? Если раньше молдавский фермер зарабатывал $50, теперь он вынужден будет в убыток работать. И все из-за российского демпинга. Понятно, кому нужно адресовать претензии. Господин Демчогла, я благодарю вас за то, что
Пришли к нам в Я эфир, хотел бы- прокомментировали ситуацию. У нас сегодня произошел немаловажный фактор. Сегодня в Верховной Раде Украины, 24 часа назад, был назначен новый министр обороны, если вы знаете. Крымский татарин, да? Абсолютно верно. Крымский татарин, мой личный знакомый, мы с ним, и очень хороший человек, хороший бизнесмен, хороший политик, человек, который работал в последнее время, сдал свой депутатский мандат в Верховной Раде, чтобы работать в Государственном фонде майна, имущества Украины. Показал там прекрасный результат доходной части для государства. Человек, которого лично знаком с Эрдоганом, кстати. Это человек очень лично знаком с Эрдоганом и с принцем Дубая, с шейхом Дубая. То есть он сопровождал президента и в Катар, и в Дубае, и в Анкару. Ну, в общем, пожелаем новому министру удачи, да, и ЗСУ скорейшей победы на поле боя. Господин Демчугла, благодарю. И договориться с НАТО, чтобы нас чуть-чуть... Конечно, да, чтобы нас еще больше защищали. Спасибо большое. Вам тоже, Хорошего сам дня. спасибо. До свидания. Приветствую вас.